Он говорил, что мне здесь жить, меня изобьют, меня могут убить. Это говорил человек в звании полковника, следователь по особо важным делам Следственного комитета республики. Ну и с его слов он говорит, там начали отращивать бороду, волосы, готовили на результат. Это означает, что человека берут какого-нибудь, убивают, ему в руки вкладывают автомат, при этом надевают на него камуфлированную форму, якобы он там из леса вышел. И вот убивают и заявляют о том, что вот убили. Они не скрывали ни лиц, ни имен. Привет! Это самый настоящий детектив. True Crime подкаст «Эхо» о преступлениях, которые помогли раскрыть правозащитники. Мы делаем этот проект совместно с командой «Против пыток». Меня зовут Кирилл Набутов. Сегодня мы поговорим о том, как развивалось одно из самых громких дел о похищении человека на территории Чеченской Республики. Пятница, 11 декабря 2009 года. В частном доме номер 75 по улице Михайлика на окраине Грозного своим чередом идут домашние дела. Утро. Здесь под одной крышей живет семья Умар-Пашаевых. Глава семьи Ирисбай, его жена и 3 сыновей. Примерно в половине 9 утра раздаются звонки и настойчивый стук в дверь. Ирисбай открывает и видит на пороге группу людей. Они в форме, но без опознавательных знаков. Вот как об этом рассказывает сам Ирисбай. Они зашли под угрозой применения оружия, если кто-нибудь даже шевельнется. Одни были в черной форме, другие были в пятнистой форме. Люди в форме ведут себя грубо и бесцеремонно. На вопрос о том, кто они и как их зовут, не отвечают. И только один из них небрежно бросает: Ибрагим из Октябрьского РОВД. На вопросы о том, на каком основании они осматривают дом, отвечают, что проводят, цитирую, проверку паспортного режима. Ирисбая, его жену и их детей, 3 уже взрослых мужчин, милиционеры заставляют собрать мобильные телефоны. Заметив телефон Сони Эриксон, кто-то из людей в форме спрашивает, чей телефон. Ислам, один из детей Ирисбая, молодой человек, ему 23 года, заявляет, что телефон его. Ислама уводят из дома. На вопросы членов семьи, куда и почему, незваные гости уклончиво отвечают: для выяснения обстоятельств через пару часов будет дома. Район, где находится дом Умар-Пашаевых, оцеплен. У нас были все основания, насколько я понимаю, считать, что причастны к похищению правоохранительные органы, к исчезновению, потому что у нас же была информация, что там был оцеплен, этот квартал, где жили Умар-Пашаевы, то есть вооруженные сотрудники в камуфляже. На тот момент такое количество вооруженных сотрудников в камуфляже на территории города Грозного могли быть только правоохранительные органы, террористов личный ислам. Это говорит Роман Веретенников, правозащитник и член сводной мобильной группы, работавший над делом Ислама Умар-Пашаева. Проходит час, 2, 3, а Ислам домой не возвращается. Обеспокоенный отец нанимает адвоката и идет в отдел милиции, где ему сообщают, что сына в отделении нет, и никакие сотрудники РОВД в этот день никуда не выезжали. Никаких проверок они не производили. Тогда Ирисбай Умар-Пашаев подает заявление о пропаже сына в прокуратуру Октябрьского района. Там документ регистрируют, но никаких дальнейших действий не предпринимают. Лишь 5 суток спустя, 16 декабря, заявление передают в заводской межрайонный следственный отдел. Раскрытие преступления по горячим следам становится невозможным. Однако даже тогда, вместо поиска пропавшего Ислама, следователь ограничивается в кавычках проверкой заявления, которую продлевает до 10 дней. Следователь лишь проводит формальный опрос свидетелей, то есть членов семьи Ислама Умар-Пашаева. И только 28 декабря, спустя 2,5 недели после похищения, следователь возбуждает уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса «Похищение человека» под номером 68042. Доведенный до отчаяния бездействием, а может быть и противодействием следователей, Ирисбай Умар-Пашаев еще через месяц, 26 января, обращается к сводной мобильной группе, объединению правозащитников, работающих в Чечне вахтовым методом. В дальнейшем для удобства мы их будем называть группой. Мы рассказывали о том, как эту группу создали в самом первом эпизоде нашего подкаста. Игорь Каляпин, тогда руководитель Нижегородского комитета против пыток и член группы, вспоминает, что прекрасно понимал, чем может закончиться эта история. Мы, в общем, имеем информацию и представляем себе, что обычно происходит с такими задержанными. Их обычно через некоторое время находят убитыми в качестве уничтоженных боевиков. Правозащитники решают, надо действовать незамедлительно. Они еще надеются вернуть Ислама живым.
Во-первых, уже 28 января они направляют жалобу в Европейский суд по правам человека. Суд реагирует быстро, официально зарегистрировав жалобу, и через несколько дней направляет вопросы Российской Федерации о судьбе Ислама Умар-Пашаева и о том, как движется расследование этого дела. Суд постановляет, что у России есть срок дать ответ до 24 февраля 2010 года. Как правило, ЕСПЧ рассматривает дела годами, но в данном случае действует оперативно. Роман Веретенников рассказывает, почему все происходило так быстро. Когда уже они к нам обратились, мы подали заявление в Европейский суд. Там процедура называется «срочная жалоба», которая направлена на предотвращение ухудшения положения жертвы. То есть мы говорим в Европейском суду: вот человек был похищен, возможно, он еще жив. Пожалуйста, надавите на власти, чтобы они быстро расследовали и быстро нашли его. Среди прочего, суд пытается выяснить, что вообще сделано, чтобы установить местонахождение Ислама. А еще, знают ли власти о том, где он, и задержали ли его в конце концов сотрудники правоохранительных органов. Впрочем, ни власти России, ни власти Чечни не спешат давать ответы на поставленные вопросы. Во-первых, правозащитники стараются придать новость максимально возможной огласке. В СМИ появляются новости как на русском, так и на английском языках. Лишь 24 февраля уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека направляет ответы на вопросы суда. И вот что он пишет. По состоянию на сегодняшний день следственные органы не получили никаких объективных данных, подтверждающих, что господин Ислам Умар-Пашаев был лишен свободы представителями государственных органов и или помещен под стражу в рамках какого-либо уголовного или административного производства в отношении него. На основании того, что власти якобы делают все, что могут, уполномоченный просит Европейский суд продлить срок предоставления данных о судьбе Ислама до 30 марта, то есть еще на месяц. К ответному письму прилагаются 3 объемных документа на 22 страницах на русском языке без перевода. Видимо, эти бумаги должны убедить Европейский суд, мол, Россия делает все возможное, чтобы предотвратить похищение граждан, а если не может предотвратить, то хотя бы объективно их расследовать. Официально до конца марта никаких новостей о том, где находится Ислам Умар-Пашаев, нет. Да даже неизвестно, жив ли он вообще. Европейский суд по правам человека присваивает делу о похищении Ислама приоритетный статус. Но у правозащитников есть информация от надежного источника, что Ислам Умар-Пашаев жив. Правозащитники вообще-то даже знают, где он находится. То есть у нас изначально была информация о том, что он жив. Мы знали, что он жив, и мы почти точно знали, где он находится. Раскрыть личность информатора значит ему навредить, а может быть и погубить. Правозащитники сообщают следователю Гайрбекову: Ислам находится на базе ОМОНа, но не говорят, от кого именно они получили эти данные. Следователь не очень хочет по-настоящему расследовать дело. Тогда группа связывается со СМИ и сообщает им: якобы следствию удалось установить местоположение телефона Ислама. Они, правозащитники, надеются таким образом сильнее надавить на самих похитителей, чтобы убивать Ислама стало совершенно бессмысленно. 30 марта 2010 года следователь все же направляет начальнику ОВД по Октябрьскому району Грозного поручение. Надо проверить информацию о содержании Ислама Умар-Пашаева на территории базы ОМОН и установить свидетелей. Чуть позже, вечером 2 апреля, отца Ислама, Ирисбая, вызывают в Октябрьский РОВД, не объясняя причин. Он приходит в отделение милиции. И что же он видит? Только представьте себе. Спустя несколько месяцев, близких к отчаянию, он видит своего, живого, только слишком заросшего сына. В кабинете появляется еще один неизвестный человек. Один из милиционеров и этот загадочный неизвестный весьма эмоционально обсуждают передачу дела. Милиционеры настойчиво просят Умар-Пашаевых зайти в отделение еще через несколько дней, чтобы подписать показания, которые они к тому времени приготовят. Заверяют, что Ислама никто не похищал, а он провел 4 месяца у каких-то знакомых в Подмосковье. Один из сотрудников утверждает, что Умар-Пашаевым лучше подписать документы, иначе они могут оказаться совсем без защиты, в кавычках. Умар-Пашаевы уходят домой. Никуда его не привезли. Приехали машины, его забрали. И через 10-15 минут его отпустили. Он воспользовался, видите, его отец, по-моему, давным-давно не отпускал. Он туда просился заработать, туда-сюда. Я молодой хочу. Его отец не отпускал. Он этой ситуации воспользовался и свалил.
Это разговор журналиста НТВ с оперуполномоченным Анзором Дышниевым из того самого злосчастного Октябрьского РОВД. Разговор об Исламе Умар-Пашаеве. Дышниев был одним из тех, кто присутствовал при передаче сына отцу и настоятельно просил зайти отца через несколько дней подписать подготовленные бумаги. В интервью сотрудник МВД настаивает, что никакого похищения не было вовсе, а Ислам, будучи не в ладах с отцом, сбежал из дома, а спустя 4 месяца сам вернулся обратно. Однако сам Ислам 4 месяца своего отсутствия вспоминает совершенно по-другому. Послушайте, как одному из журналистов Ислам рассказывает обстоятельства своего похищения. Осторожно, дальше в подкасте звучат подробные описания пыток. Если вам тяжело такое слушать, перемотайте вперед. И потом они забирают 11 декабря 2009 году и на место из дома, как они посадили машину, подвезли, то есть они завязывали на меня олимпик, который у меня одет был. И потом они как быстро ехали, примерно 20 минут или полчаса. Так они ехали, сразу предоставили его на базу ОМОН чеченский. Там какой-то частный дом, там напротив их штаба ОМОНа. Они там развязывают у меня олимпик, который у меня был одет. И они требуют, то есть говорят, давай рассказывай там про боевиков, что-то ты все, что знаешь, что еще был раньше тоже какая-то пособником террористов, так говорят мне. Я не владел никакой информацией. Вокруг Ислама собираются несколько человек. Все они, за исключением одного, чеченцы. Единственного русского они называют Костя. Костя задает Исламу вопросы о том, почему он ненавидит милиционеров, как он собирается их убивать, где он прячет оружие и кто его подельники. Ислам не понимает, о чем идет речь, но его жестоко избивают 9 сотрудников ОМОНа. Лишь спустя несколько часов побои останавливаются. Ислам слышит, как кто-то из палачей говорит, что если бы Ислам что-то знал, то уже точно бы сейчас рассказал. Одним избиением дело не ограничилось. Вот что о пытках в подвале рассказывает сам Ислам. Первые дни пытали, а после через месяц примерно ударили, в виску здесь с арматуром, по имени, позывной Швейд, приковывают и там наручником в батарею в подвал. И, говорят, 220 вольт, пытайте его током, он все расскажет, Нечего было рассказать. О том, насколько чудовищную боль испытывает человек от пытки током, мы уже рассказывали в 5-м выпуске нашего подкаста. Вот что о пытке током в Чечне говорит Игорь Каляпин. Электричество здесь применяется достаточно часто. Она вообще считается одной из самых страшных пыток. Эту пытку нельзя долго переносить. Так же, как пытку удушением. Иногда Ислама обещают скормить волку или медведю, причем не каким-то воображаемым. Животные реально живут в вольерах на огороженной территории рядом с домом, в подвале которого держит Ислама. Но с чего силовики вообще решили, что Ислам Умар-Пашаев террорист? Почему они считают, что он хочет убивать милиционеров и прячет оружие? Здесь нужно вернуться на несколько лет назад. Как вы могли обратить внимание, Ислам не очень хорошо говорит по-русски. Он родился в 1986 году в маленьком чеченском селе Зандак. И когда ему было 5 лет, Чечня объявила о своей независимости от России, а еще через 3 года началась война. Первая чеченская. Семья несколько раз переезжала. Отец и братья занимались сельским хозяйством. Ислам так и не получил образования. Ему приходилось постоянно брать какие-то подработки, пока, наконец, в 2005 году Умар-Пашаевы не переехали в город Грозный. Там отец семьи снял дом для себя, жены, Ислама и других сыновей. Ислам стал работать на стройках. К этому моменту активные боевые действия в Чечне закончились, но режим контртеррористической операции продолжается. Правительство республики возглавляет Рамзан Кадыров. Он станет президентом Чечни чуть позднее, в 2007 году. Вот как Ислам рассказывал о своих переездах в одном из интервью. До того я в Шелковском районе, Чеченской республики, в Шелковском районе, в Черлене жил, хозяйством занимался, винограды там еще у нас были. И потом мы переехали, чтобы там заработать, там уже невозможно было заработать, там никаких там средств, каких-то перспектив не было. И потом переехали в Грозном. А потом я там работал строительным. И потом в 2008 году, как началась у меня эта беда. Бедой Ислам называет свою первую встречу с силовиками. Однажды он вместе с другом, который работал таксистом, согласился подвезти 2 молодых людей. Когда попутчики попросили их высадить, и друг Ислама остановился на обочине, машину моментально окружили сотрудники правоохранительных органов. В суматохе Ислам не заметил, что случилось с попутчиками, но его самого и друга таксиста арестовали. Следствие и суд состоялись почти молниеносно. Обвиняемый подписал все признательные показания и признался в организации незаконного вооруженного формирования. А это 208-я статья Уголовного кодекса. Вот что про эту статью рассказывает
Роман Веретенников. Раньше была популярная статья «Пособничество незаконным вооруженным формированием». Она была там не очень тяжелая с точки зрения наказания. Но почему ислам вообще подписал признательные показания, если всю жизнь только работал и помогал семье сводить концы с концами? Почему, если ни в каких боевых действиях он не участвовал? Послушаем самого ислама. Да, я вот подписал под пыткой это показание, потому что я не мог воздерживаться, уже у меня здоровья вообще не было. Ну, я уже несколько раз сознание терял там токами, с дубинками, все что угодно они пытали. Все что угодно, тело, там, оружие, там, все что угодно, радиостанции. Я даже не знаю сейчас тоже, что такое радиостанция, у меня приговоры сейчас тоже там написано. И там какие-то посты, типа, я видел, там у нас в машине был, а этот пост они ложат каждому человеку, который на результат они ловят. И вот я подписал эти бумажки. Потом я ничего не мог сделать, потому что... Подписав признательные показания в чем угодно, лишь бы закончились мучения, ислам получил реальный уголовный срок. Год в колонии. В некотором смысле ему повезло. Срок сократили. Я не 7 месяцев получил, год колонны получил. Я 7,5 месяцев отбыл срок условно-досрочно за хорошее там поведение. Отсидев срок, ислам возвращается домой. На дворе 2009 год. Все больше и больше людей могут себе позволить, пусть и простенькие, но все-таки мобильные телефоны. Интернет становится все более доступным. Люди общаются на форумах, в чатах. Свободу в интернете пока еще мало кто ограничивает, а потому пользователи зачастую не стесняются в выражениях. Я там написал, когда они Я туда зашел, когда я просто чисто общаться с девушками, там больше ничего. А потом там со мной так разговаривают, что-то про религии, еще что-то угрожают. Как конфликт уже завязывался. И я пишу им, угрожаю, они угрожают меня. Я тоже им, говорю что-то там плохие слова, я вас тоже так и делаю, убью, там, не убью, там всякие. Однажды в одном из чатов ислам повздорил с какими-то людьми. Будучи человеком гордым, он написал вполне угрожающие сообщения в ответ. И ему очень не повезло. Людьми, которых ислам в полудискуссии оскорбил, оказались силовики. Милиция была там, что просто они, когда меня провоцировали, что-то говорили, там, мы убьем тебя, то это там... Грязные слова говорили, я тоже им говорю, я тоже мужчина. Тот самый мобильный телефон Sony Ericsson, с которого ислам и писал оскорбления, стал доказательством его вины в глазах силовиков, пришедших в дом Умар Пашаевых утром 11 декабря 2009 года. Однако, вместо проведения законного расследования, вместо выдвижения обвинений в адрес ислама, силовики решили действовать иначе. Не добившись от парня никаких признательных показаний, силовики решают готовить на результат. Что это значит? Вот что рассказывает об этой практике в Чечне правозащитник Роман Веретенников. И с его слов он говорит, там начали отращивать бороду, волосы, готовили на результат. Это означает, что человека берут какого-нибудь, убивают, ему в руки вкладывают автомат, при этом надевают на него камуфлированную форму, якобы он там из леса вышел. И убивают и заявляют о том, что убили, НВФовцы тогда их называли, да? Убили там участника подполья. А за это, соответственно, там награды и что-то такое получает. Как вы помните, правозащитники из группы старались придать делу ислама как можно более широкую огласку. Они прекрасно знали о сложившихся в Чечне практиках, а потому старались доставить похитителям все возможные неудобства. Вот как об этом рассказывает Игорь Каляпин. Мы сделали ситуацию с его похищением достаточно громкой, что делало неудобным, невозможным, некрасивым последующее обнаружение его в качестве боевика. Выдать за боевика истощенного, избитого, коротко стриженного и безбородого молодого человека невозможно. Или, по крайней мере, недостаточно правдоподобно. Так казалось в 2010 году. Поэтому вскоре ислама перестают бить и пытать, и даже начинают сносно кормить. Вскоре в подвале даже появляется кровать. Через какое-то время его начинают выводить в туалет и баню, разрешают мыться, но только не разрешают стричься и не разрешают брить бороду. Все это было нужно лишь для того, чтобы, когда придет время, труп ислама как можно больше был бы похож на тело хорошо откормленного террориста. Палачи чувствуют себя абсолютно безнаказанными и совершенно не опасаются, что ислам когда-нибудь кому-либо, что-либо про них расскажет. Они не скрывали ни лиц, ни имен. Вот как об одном таком эпизоде вспоминает сам ислам. Начальник штаба ОМОНа по имени Аслан, он лично мне сказал, тебе мы, сейчас отрастем там волосы и бороду, и ждет тебе там блиндаж,
Уже приближалось там 9 мая, через месяц. В Чечне 9 мая – это не только День Победы, но еще и день убийства Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской Республики, и отца Рамзана. Именно к этой дате силовики и готовят убийство ислама, своеобразный подарок молодому главе Чечни. Такое подтверждение борьбы с терроризмом. Впрочем, некоторые из мучителей ислама называют себя не по именам, а по кличкам. Например, среди охраняющих ислам запоминает Шведа и Коршуна. Некоторые даже не стесняются рассказывать о своих должностях и званиях, но есть и те, кто многого о себе не сообщает. Среди мучителей есть просто Альберт, Муса, Магомед и Абдул. Ислам не единственный обитатель этого дома пыток. Вместе с ним держат еще нескольких человек. Свидетелем происходящего становится также молодой чеченец Магомед Гадаев, который всего лишь на 2 года старше Ислама. Некоторое время в тюрьме также содержится и Асланбек Сайдахмадов, ровесник Ислама. И вот это дело Асланбека, было хорошо знакомо правозащитникам группы. Вот что об этом деле рассказывает Роман Веретенников. У нас было в СМГ, было дело о его похищении и исчезновении. Там получилась какая история? Его похитили из дома, тоже силовики, держали, в этом подвале. Потом ему удается сбежать самостоятельно как-то. То ли самостоятельно, то ли ему помог кто-то из сотрудников ОМОНа, сейчас уже точно не помню. Он сбегает, он скрывается у своей тети в Астрахани. Силовики каким-то образом устанавливают его местонахождение и едут в Астрахань, его, похищают. И снова привозят на эту, территорию ОМОНа, помещают его в подвал, и спустя какое-то время его выводят, и больше известий о нем нет. Предположительно, Асланбек был убит, но доподлинно это установить до сих пор не удалось. Вместе с простыми чеченцами пытают и провинившихся сотрудников МВД. Вероятно, это те самые ОМОНовцы, которые помогли Асланбеку сбежать с базы в первый раз. Магомед Гадаев, который стал свидетелем издевательств над исламом, остается в живых. Запомните это имя. Магомед Гадаев. Уже весной один из похитителей, тот самый Аслан, который раньше обещал убить Ислама к 9 мая и выдать его за террориста, приходит в подвал и говорит, что его Ислам и отец поднял шумиху. Что отец пишет во все инстанции, включая суд в Страсбурге, а значит, наверняка его Ислама скоро отпустят. В подтверждение своих слов Аслан снимает с Ислама наручники, и с тех пор тот может свободно перемещаться по подвалу. Утром 2 апреля Исламу стригут бороду, а ближе к вечеру к дому подъезжает Анзор Дышниев. Вот как об этом эпизоде рассказывает Игорь Каляпин. На базу ОМОН приехал сотрудник Октябрьского РОВД, некто Анзор Дышниев, и практически взял с него клятву, что если он будет освобожден, то он всем будет говорить, что он все эти 4 месяца находился где-то у родственников в Подмосковье. И освобожденный Ислам, и его отец Ирисбай хотят правосудия, но знают, милиционеры из РОВД не шутят. И они понимают, что та самая скрытая угроза оставить семью Умарпашаевых совсем без защиты – это серьезная угроза. К тому же 29 марта, за пару дней до освобождения Ислама, в московском метро происходят террористические акты. И Умарпашаевы испугались, что на них сейчас хотят навесить таким образом еще одно уголовное дело. И Ислама хотят еще дополнительно ко всем грехам, хотят еще обвинить в том, что он организатор взрыва в метро. Семья решает не идти на поводу у следователей и просит помощи у группы. Правозащитники реагируют весьма оперативно. За счет средств группы они увозят Ислама из Чечни и прячут его. Где? Где-то в средней полосе России. Мы тут же сразу же, буквально день-два, насколько я помню, мы Ислама перевозим в безопасное место. В течение нескольких дней СМИ облетела информация об освобождении Ислама. Пока никакие имена и обстоятельства уголовного дела номер 68042 не раскрываются, но участники похищения очень хотят закрыть это дело как можно быстрее. Именно с этим желанием похитителей была связана бурная дискуссия одного из милиционеров и стороннего посетителя на глазах отца и сына Умарпашаевых вечером 2 апреля. Оперуполномоченный, которым был уже упомянутый Анзор Дышниев, вызывает в Октябрьский РОВД следователя Исаева, у которого дело изначально находилось в производстве. Он и был тем самым посетителем, которого запомнили Ислам и Ирисбай. В присутствии потерпевших оперуполномоченный требует закрыть уголовное дело без всякого промедления. Но Исаев сообщает, что дело уже передано в Следственный комитет при прокуратуре по Чеченской Республике, и дело ведет другой следователь – Гелани Гаербеков. Вот что о действиях чеченского следователя говорит Игорь Каляпин. Дело на тот момент времени вел полковник Гаербеков, следователь по особо важным делам Следственного комитета.
по Чеченской Республике. И, соответственно, как и все, наверное, за редчайшим исключением, думаю, что не сильно ошибусь, если вот скажу, что все следователи Следственного управления по Чеченской Республике, он понимал, что есть определенные рамочки, какие-то преступления можно расследовать, какие-то преступления расследовать нельзя ни в коем случае. Потому что, если вы расследуете и дорасследуете до того, что становится очевидным, что преступление совершил кто-то из вот этих высокопоставленных кадыровцев, да еще не дай бог, приближенный к самому Рамзану, что делать с результатом такого расследования? Вам после этого, просто вас, скорее всего, убьют. Или вам же придется потом каким-то образом решать проблему, да, с тем, чтобы уничтожать какие-то документы, уничтожать какие-то доказательства, придумывать какие-то... то есть вам нужно будет каким-то образом освободить этого человека от уголовного преследования, вот этого кадыровца. Потому что привлечь его к уголовной ответственности в реалиях Чеченской Республики того времени, да и сейчас, полагаю, что тоже, было совершенно нереально. И вы просто создаете самому себе проблему, которую потом с какими-то непостижимыми способами вам же придется решать. У правозащитников в этот момент еще нет оснований полагать, что к похищению ислама имеют отношение приближенные Рамзана Кадырова. Но это лишь пока. Следователь, который вел дело о похищении ислама, они не успевают его письменно допросить. В допросе бы, наверное, я думаю, написали, что там был в Москве, никто его не похищал. Но они не успевают это сделать. Пока ислам дает показания милиционерам вне Чечни и объяснению уполномоченному по правам человека, а Игорь Каляпин и члены группы пытаются заставить работать следователя Гелани Гаербекова, похитители тоже времени не теряют. Они решают, что лучший способ решить все свои проблемы – это взять в заложники отца ислама и его брата. Поздно вечером 12 апреля Игорю Каляпину поступает звонок на мобильный телефон. Анзор Дышниев говорит правозащитнику, что брат и отец ислама сидят у него в РОВД, и они продолжат там сидеть, пока он не вернет ислама обратно в республику. Он Игорь Каляпин. Каляпин звонит министру внутренних дел Чечни Руслану Алханову и просит его освободить родственников ислама. Министр обещает решить вопрос. Раздается звонок. Теперь Каляпину звонят сами Умарпашаевы и говорят, что их освободили. Но вообще-то руководитель группы уже послал к выходу из РОВД коллег-правозащитников, и те говорят, что что-то не сходится. Из здания никто не выходил. Тогда Каляпин второй раз звонит министру внутренних дел и говорит, что сотрудники обманывают его, а Умарпашаевых никто не освобождал. И лишь спустя 40 минут после второго звонка родственников ислама действительно отпускают. Кажется, что следствие может быть завершено в течение нескольких недель. Нужно допросить сотрудников ОМОНа и Октябрьского РОВД. Ислам и члены его семьи должны опознать этих людей. Потом надо провести проверку показаний в самом РОВД и на базе ОМОНа. Собрать улики на месте. И дело можно передавать в суд. Но это только идеальная картина. В действительности все складывается совершенно иначе. В конце апреля Игорь Каляпин понимает, что добиться эффективного расследования дела в Чечне и справедливого суда будет практически невозможно. Тогда он, как представитель Умарпашаева, направляет официальное ходатайство о передаче уголовного дела о похищении в другое следственное управление председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, но получает отказ. Параллельно правозащитники пытаются заставить следователя установить личности сотрудников ОМОНа. Следователь Гаербеков даже соглашается. Он направляет поручение об установлении лиц, с которыми Умарпашаев общался во время нахождения на базе ОМОНа. Поручение направлено начальнику Октябрьского отделения милиции. Кажется, никаких проблем возникнуть не должно. Известны ведь даже имена и прозвища некоторых из них, помните? Аслан, Коршун, Швед, Костя. Однако даже этот запрос встречает жесточайшее сопротивление. Сначала приходит формальная отписка о том, что, цитирую, «мероприятия по установлению сотрудников ОМОН продолжаются», а затем и официальный ответ. Установить личность этих людей не представляется возможным. Следователь Гаербеков летом дважды формально направляет запросы начальнику управления кадров МВД Чечни о предоставлении фотографий сотрудников ведомства. Время идет, фотографии не присылают. А в конце концов, от заместителя министра внутренних дел Чечни приходит ответ. С такого рода вопросами стоит обращаться в службу собственной безопасности. Похитители в это время сами не оставляют надежды закрыть дело, но для этого им нужно найти ислама и надавить на него. Сразу после освобождения отца и брата ислама из Октябрьского МВД в октябре 2010 года члены группы стали получать официальные запросы с вопросом о том, где находится ислам Умарпашаев. Игорь Каляпин, представлявший его интересы, придумывает небольшую хитрость, которая не позволяет никому из официальных лиц обнаружить ислама.
В ответ на официальные запросы он посылает в республику достоверные данные о том, в каком санатории проходит лечение Ислам на момент передачи данных. Затем члены группы быстро перевозят парня в другое место. Милиция перепроверяет полученные пару дней назад данные, но обнаруживает, что гражданин Умар Пашаев действительно находился на лечении, однако уже выехал из этого санатория. Позднее Ислама пришлось прятать уже более надежно. Сначала вывезли, удержали в одном месте, потом после, угроз семье, о том, что либо, когда семью-то задерживали в Октябрьской отделе МВД, не семью отца и сына, после этого мы вывезли всю семью практически, уже в Нижний Новгород и поселили, в одном месте, в доме. Следователь Гаербеков в это время также просит правозащитников вернуть Ислама в республику, чтобы он мог лично его допросить, несмотря на то, что его показания, данные вне Чечни, показания Ислама, уже приобщены к делу. Однако члены группы знают, чем может кончиться возвращение потерпевшего в Чечню, и ставят вопрос о предоставлении Исламу государственной защиты. В конце июля 2010 года следователь Гелани Гаербеков выносит постановление о применении мер государственной защиты как к самому Исламу, так и членам семьи Умар Пашаевых. Их государственным защитником становится Ханпаша Атланбаев, оперативный сотрудник Центра госзащиты МВД по Чеченской Республике. Правда, правозащитники не спешат возвращать в Чечню самого Ислама. И, как покажет время, они были совершенно правы. Поздно вечером в середине августа Ханпаша Атланбаев, государственный защитник, приезжает домой к Умар Пашаеву. Он вынуждает Ирисбая, папу Ислама, поехать вместе с ним на встречу с Алиханом Цакаевым, руководителем республиканского ОМОНа. Под давлением вооруженного человека Ирисбай соглашается поехать куда нужно, но вместе с ним едет и один из братьев Ислама. В доме их встречает сам Цакаев, который настаивает на том, чтобы вся семья, включая Ислама, отказалась от своих показаний и отозвала все жалобы. Ирисбай объясняет, что им, похитителям, ничего не стоит убить Каляпина, потому что у последнего никакого оружия нет, а если и есть, то далеко, а у него есть автомат. Ирисбаю и брату Ислама дают сутки на размышления и отпускают домой. Взамен Цакаев обещает, что их семью больше никогда не побеспокоит. Дело приобретает неожиданный поворот, ведь это значит, что в деле замешаны не только заместители руководителя ОМОНа, но и сам его командир Цакаев, который еще один из ближайших сподвижников Рамзана Кадырова. Более того, его односельчанин и одноклассник. Умар Пашаевы оказываются более стойкими, чем от них можно было бы ожидать. Семья не отзывает заявление, а сообщает обо всем случившемся членам группы. Правозащитники и Умар Пашаевы составляют ходатайство о допросе всех участников разговора в доме Цакаева. Следователь Гаербеков ходатайство удовлетворяет, но в очередной раз лишь формально. Он допрашивает исключительно отца и брата Ислама, но не Атланбаева и, конечно, не Цакаева. В конце концов, следователь посылает повестку о вызове на допрос самого Ислама 1 сентября. Ислам приезжает по повестке в Чечню, но никакие следственные действия там не проводятся. Следователь только дополнительно допрашивает Ислама как потерпевшего и составляет фотороботы подозреваемых, поскольку ни опознать ОМОНовцев вживую, ни предоставить потерпевшему их фотографии невозможно. Еще летом, как вы помните, сотрудники МВД уже саботировали эту процедуру. Ни опознать, ни допросить у следователя возможности нет, но можно провести проверку показаний Ислама на базе ОМОНа. И Ислам через своих представителей, членов группы, официально требует от следователя провести осмотр места происшествия. Следователь, как и во всех предыдущих ситуациях, формально просьбу удовлетворяет, но на самом деле не предпринимает ничего. На базу ОМОНа тоже никто не едет. Следователь Гаербеков объясняет Каляпину и команде, что его на базу не пускают. Как могут не пустить следователя по особо важным делам на место предполагаемого совершения преступлений? Похоже, Гаербеков особенно и не настаивает на проведении процессуальных действий. Напрашивается вопрос: он куплен или он заодно с похитителями? В разговорах с Каляпиным следователь объяснял свою нерешительность иначе. Он говорил, что мне здесь жить, меня изобьют, меня могут убить. Это говорил человек в звании полковника, следователь по особо важным делам Следственного комитета республики. Фактически останавливается не только дело Ислама Умар Пашаева, но и другие похожие дела, которые также рассматриваются в Европейском суде по правам человека. Виктор Леденев, тогда руководитель Следственного управления Следственного комитета прокуратуры по Чеченской Республике, не выдерживает. Он даже пишет официальное письмо на имя министра внутренних дел Чечни Руслана Алханова, в котором жалуется на бездействие сотрудников его министерства. Среди прочего, руководитель Следственного управления жалуется, что, цитата, «сотрудниками МВД России по Чечне оперативное сопровождение по данным уголовным делам осуществляется ненадлежащим образом. Поступающие ответы носят формальный характер, а необходимые следствию документы не предоставлены». Конец цитаты.
Отмечает он, что и сам министр не стремится изменить положение, а многие обращения просто-напросто оставляет без ответа. Тем временем, международная общественность и члены международных правозащитных организаций продолжают следить за делом ислама. Еще летом Парламентская ассамблея Совета Европы заслушала доклад спецдокладчика о средствах защиты от нарушений прав человека в Северо-Кавказском регионе и единогласно приняла резолюцию. Единогласно – это значит, что под ней подписались все делегаты стран Совета Европы, в том числе представители России. В Чеченской Республике власти продолжают поддерживать атмосферу всеобщего страха и предпринимаются карательные меры против семей и лиц, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Подозреваемые и их близкие похищаются или получают зловещие угрозы. Никто, включая представителей России, даже не пытается спорить с тем, что проблема существует и никак пока не решается. В сентябре Ислам посещает в соседней Ингушетии, в Назране, встречу с председателем Комитета Европейского парламента по правам человека Хайди Хаутала, ее заместителем Лаймой Андрикене и делегатами Европейского парламента. По итогам встречи Хаутала осуждает похищение и пытки ислама и даже призывает российские власти не оказывать на ислама давление. Осенью 2010 года похитители осознают, что на ислама давить они не могут. Он приезжает в Чечню лишь на период следственных действий, а затем снова уезжает. Но похитители знают, что они могут давить на его семью. Так, в октябре командир чеченского ОМОНа Алихан Цакаев требует от родственников ислама, проживающих в селе Зандак, направить к нему старейшину рода, чтобы уладить конфликт. Навстречу едет дядя ислама, которому командир ОМОНа ставит ультиматум. Или семья отзывает все жалобы, или всем родственникам грозят сфальсифицированные уголовные дела. Дядя ислама от такого «урегулирования» в кавычках отказывается. Если следователь не может провести опознание подозреваемых, может быть, он хотя бы проверить показания ислама на месте происшествия? Нет. Эта процедура тоже постоянно откладывается. Сотрудники ОМОНа ни при каких обстоятельствах не хотят допускать следователя на территорию. Все же следователю удается найти 12 фотографий ОМОНовцев, из которых ислам узнает 2. На вопрос, когда будут предоставлены другие фото, следователь Гайербеков пожимает плечами. Не в его власти найти все необходимые фото. Игорь Каляпин не оставляет надежды передать дело в другой регион. Если его ходатайство было отклонено, может быть, уполномоченному по правам человека в России удастся убедить бессменного председателя Следственного комитета Бастрыкина? Нет. Прошение омбудсмена Бастрыкин тоже отклоняет. Поздней осенью Каляпин принимает решение снова ходатайствовать перед Бастрыкиным, просить передать это дело в другой регион, поскольку расследования в Чечне совершенно очевидно ведут, мягко говоря, неэффективно. Подозревая, что без подготовки почвы Следственный комитет на уступки не пойдет, члены группы решаются на своеобразную политическую кампанию. Они рассылают подготовленное ходатайство по всем посольствам и представительствам стран, входящих в Совет Европы, поскольку дело рассматривается в Европейском суде. В середине декабря комиссар Европейского суда по правам человека Томас Хаммерберг встречается с Бастрыкиным. Он уговаривает главу Следственного комитета России передать дело Умар-Пашаева в другую инстанцию. И ему это удается. Бастрыкин передает дело в Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу, а следователь назначает полковника юстиции и следователя по особо важным делам Игоря Соболя, у которого в производстве находится дело об убийстве в Чечне правозащитницы и журналиста Натальи Эстемировой. Члены группы не могут скрыть своей радости. Они уверены, что наконец дело сдвинется с мертвой точки. Каляпин не сомневается, что Игорю Соболеву удастся довести дело до суда. О том, удалось ли новому следователю переломить ситуацию в этом деле, слушайте во 2 серии. Сценарий для этого эпизода написал Михаил Чистосердов, редактировал Артем Беседин, звуком и музыкой занимался Антон Абразина, рассказывал историю я, Кирилл Набутов.